We drove as far as we could to ignore what's around, ignore all expectations, even when we should go out towards behind and see what will come. Салам алейкум, друзья! Сейчас мы находимся в музее имени Гапара Айтиева по прекрасному поводу. Сегодня была презентация 3D-карты по самым красивым местам Кыргызстана. И ради этого собрались наши друзья, люди со всех концов, наверное, Кыргызстана, презентовать именно свой уголок. Допустим, там был Джалалабад, а здесь продают китайские вина. Идем, заходим внутрь. Со сносом. А внутри нас ждет презентация именно 3D-карт. Вот тут очень такой красивый холл, ребята. Те, кто не был в этом музее, вы должны обязательно его посетить, потому что Гапар Айтиев на самом деле был очень талантливым художником. Как раз вот напротив тут показывают видео именно нашей компании, которая снимает вот этот замечательный человек. За камерой его зовут Эдиль Бузурманкулов. Обязательно подпишитесь на него. Вот такие прекрасные видео встречают только нас. Жетуэгус всегда заставляет говорить и гордиться то, что мы кыргызы. Поехали. Сейчас посмотрим на Жетуэгус, наверное, в очках. Здрасте. Мы пришли на презентацию 3D очков. Самое основное, что сегодня происходит, это презентация проекта 3D Кыргызстан. Когда 3 месяца люди ездили по Кыргызстану, специальная команда во главе с Максатом Панушалиевым, Виктором Кехимей. И они снимали Кыргызстан необычным способом, что люди могут на компьютере, на телефоне или в специальных очках видеть это все в 3D. То есть ты сидишь, смотришь вправо-влево и видишь Кыргызстан, как он есть. Там еще, кстати, наверх и вниз можно Да, смотреть, наверх и вниз. ребята. В компьютере можно дать мышку, посмотреть себе под ноги на траву, подняться голову вверх, оглядеться. То есть чувствуешь себя в новой реальности. И это огромный плюс не только популяризации самого туризма, но и помощи нам, туроператорам, для рекламы страны. Потому что это можно обучать и гидов-переводчиков на курсах, что такое Кыргызстан, где что находится. Можно обучать наших менеджеров за рубежом, наших партнеров, что они могут приехать, их турлидер в Кыргызстан, и всем своим сотрудникам, 10, 20, 100 человек, показать на фото 3D, куда они отправляют туристов, и самим туроператорам включать программы прямо в описании туров, ссылочки на эти места. И клиент увидит: вау, красиво, хочу именно туда. Друзья, под этим видео обязательно будет ссылка, где вы можете найти именно вот эту презентацию. Так что обязательно ищите ее в описании, нажимайте туда и смотрите, любуйтесь Кыргызстаном. Я посмотрел, очень красиво, ребята. Сергей, знаете, люди в туризме знают направление туризма и что вообще происходит. Вот обычным, а вот люди, которые не связаны с туризмом, наверняка не знают, что сейчас происходит. Для наших зрителей, может быть, есть какие-нибудь новости именно насчет туризма, потому что, мне кажется, им тоже интересно, всем интересно. Да, на самом деле в этом году, так как границы были закрыты, то многие граждане Кыргызстана, кто привык отдыхать за рубежом, они начали путешествовать по Кыргызстану. И мы слышим много позитивных отзывов, что, оказывается, и в Кыргызстане тоже красиво. Потому что многие обычно стереотипно мыслят, что есть Буонское ущелье, Иссык-Куль, Григорьевская, Семеновская, и это весь Кыргызстан. А когда они проезжают сами уже по перевалам, далекие места, озера, то не понимают, почему туристы едут. Оказывается, вот почему пол Европы приезжает в Кыргызстан отдыхать. И я думаю, что даст хороший такой позитивный толчок для самих кыргызстанцев любить свою страну, гордиться ей, потому что есть что показать, есть что самим увидеть. Поэтому эта карта, опять же, поможет нашим жителям показать: вот проедь час езды, 5 часов езды, и ты находишься на панораме
Да, день езды, ты находишься там на обрыве. Точно. Те, кто пренебрегает путешествиями, вам обязательно нужно попробовать. Все начинается с первого раза, друзья. И ваше путешествие, я рад, то, что оно у вас впереди, ребята. Посещайте места в Кыргызстане обязательно. Сергей, спасибо огромное. Так, я сам вырос в городе, у меня первый язык русский, второй язык английский, потом я выучил еще не 3-4 языка, но кыргызский был практически последним. Но у нас очень богатая культура, и как бы работая в туризме, я все больше и больше узнаю ее, погружаюсь. Я сам ездил в Хакасию, в Туву, в Сибирь, на реку Енисей, на Енисей посетил, покормил комаров там немножко. Потом я съездил еще на озеро Манас в Горном Алтае. И там столько всего интересного есть, и хотелось бы вот как-то объединить нас и Сибирь, и по пути туда и обратно очень много материала можно собрать. То есть это Монголия, Западная Монголия, Баян-Ульги, там много казахов, кыргызов, собрать вот эти легенды. И все это сделать в открытый доступ, и чтобы все будущие поколения, каждый мог прийти, посмотреть, увидеть и знать, что у нас гораздо больше общего на самом деле, что кыргызская история, если ее глубже изучать, она берет свои начала с Алтая, с Сибири. Ровно как и я использую вот этот символ, символ это Манаса, когда-то он всех объединил, и хочется также, чтобы мы объединяли все наши усилия, как вот мы сделали с департаментом туризма, и нас поддержали многие международные организации, GIZ, JICA, Helvetas и фонда Оскара Саламбекова. И хочется, чтобы нас поддержало еще больше людей, и Конечно. мы сделали что-то еще более колоссальное. Салют всем людям, кто поддерживал. Спасибо, мы никогда не забудем ваш вклад. И спасибо огромное вам. I bite my tongue, hoping nobody will hear. Cigarette smoke still clouds this fleeting hideout, drowning in sleep and pride and terror. But I like when you reverse my mind.